Арбаңыздар, урматтуу Со Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз кайрадан Арча Бешик жаңы конушундабыз. Өзгүчтөр көрүп турган бул курулуш объектисин 2023-жылы тартканбыз. Анда жергиликтүү тургундар курулушка каршы чыгышкан. Бирок жыл жаңырары менен кайрадан курулуш жанданыптыр. Бул жагдайга кайрадан жергиликтүү тургундар нааразычылыгын билдирүүдө. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой, 2023-жылы Бишкек шаарынын мэри бир катар компаниялардын ишмердүүлүгүн убактылуу токтоткон. Кандай себеп менен, эмне себептен курулуш жанданганын азырынча бизге белгисиз. Жергиликтүү тургандар дагы бул жагдайга нааразы. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Самойленко көчөсүндө жайгашкан үйгө курулушка баратабыз. Берде 3 үйдү сатып алып, берде клубный 8 этаждык, 8 кабаттык үйдү салайын деп атышат. Жакын жерде эле ошо үйлөр турат болсун. Мына ушул тургундар. Вот буквально они еще в прошлом году это все выкупили и разборку только начали. Но вообще все, что угодно можно говорить, но коммуникации, которые здесь есть, они не позволят это, вот эти все дома они не выдержат. Здесь труба 200-ка лежит канализационная, и водопроводная труба, вода летом еле-еле и так шла. Если сейчас они подключатся, то они поставят насос. Мы вообще тогда, так сказать, летний период будем без воды. Вот, пожалуйста, 2 машины, ширина улицы тут идет 3 метра всего. Вот, сейчас вот эти вот ребята, застройщики, ребята молодые, авантюристы, вот, они хотят сейчас построить на участке 6 соток 8-этажный дом. Здесь не были учитаны коммуникационные сети, дороги, не был учитан пожарный отступ здания. Нарушениелер налицо, да? Бул жерде азыр мына здание курула турган болсо, бунун расстояниясы ашып барса бир 2 метрде курулат. Пожарная безопасность боюнча 6 метр болуш керек. Отступ от границы здания. От границы участка. Во-первых, во-вторых, бул жерде 27 батирлүү 7 кабаттуу парковкасы менен мансардасы менен үй курулмакчы болуп атыптыр. Проекттин булар өздөрү көрсөтпөй атат дагы, бирок биз уже визуально эле көрүп турабыз. Бул жерге документи жок деп аткан ушул жерге? Ооба. Вроде в 23-м году приостановили, да, стройку, да? Ну да, в 23-м году приостановили, всем сказали, что стройка остановится, не будет, а время прошло, и они продолжают строить и усиленно продолжают. Котлован уже докопали они, сейчас привезли арматуру, привезли технику сюда и начнут армировать и будут готовить. Но почему-то то, что говорили, не делается. Главное, архитектор был, да, обещал тот раз, главный архитектор был, с мэрией были. В 23-м году, да? Да, в 23-м году. Было все приостановлено. Все приостановили, сказали остановить до выяснения. Ну, а все выяснили, а стройка как продолжалась, так и продолжается. Этот объект был в списке вроде. Вроде в списке Да, был, да, был говорили, в сюда списке, приезжали, когда они сюда приезжали. заезжали, сюда смотрели персонально, но ничего не решили. Ничего не решили. По крайней мере, нам сказали одно, а делают другое. Почему-то так, непонятно. Здесь у них паспорт висел вот здесь вот, Убрали? теперь и паспорта И нет. паспорт да. убрали. Вообще, да, все активизировались, многие объекты активизировались. Обратно, Да, и на ветеринарной каждый день отписывается, что там у них. И у нас на Самойленко вот 4 дома скупили, тоже, видимо, они будут работать. Не знаю, кто там рядом живет. Поэтому все опять начинается сначала, с Новым годом, так сказать. Ага. Нам вообще сказали, что в частном секторе многоэтажных домов запретят строить точечные застройки. Нам сказали, что все, закон такой сделают, все, не будут строить. А вот, пожалуйста. Так и продолжают строить, продолжают строить. Говорят, мы хотим Дубай сделать. Ну, кто в Дубае был и там видели, как они строят. Частный сектор, это есть частный сектор, а этажки есть этажки. Да, Там совсем нет. все по-другому. Все по-другому. В советское время тоже никто так туда было. не лезет, и никто там между домами этажку не ставит. Ну, это так, в Дубае, если говорить про Дубай.
Ну, во всяком случае, в любом случае, строить в густонаселенном частном секторе многоэтажный, это чревато. Вот было недавно, да, у нас было маленькое землетрясение, но 92-й год показал, что может быть и сильнее. И это вот Коломбина, вот на эту крышу обвалится. Наша безопасность никому не нужна, кроме нас. Безопасность человека – это прежде всего. А здесь безопасности никакой нет. Пожар. Отсюда тоже все на крышу маленькому дому. Если строить, как говорится, в Дубае, вот через дорогу строится красивый жилой комплекс. Да. Пусть он расстраивается, а частный сектор надо оставить частному сектору. Это даже будет не эстетично, если будут вот так маленькие дома, маленький домик, 12-этажный, маленький, 3 маленьких, потом 8-этажный. Ну, о какой красоте города может идти речь? Непонятно. И зелень нужна государству. Здесь зелени не будет. У нас хотя бы сады, елочки. Вот, пожалуйста, смотрите. Зелень есть, а так нет. Кислорода не будет вообще. А улица, смотрите, какая узкая. Да. Говорят, 18 метров. Где здесь 18 метров? Сейчас в семиэтажке сколько будет машин? Они сейчас будут везде по всем соседям стоять. Вот именно. Генплану здесь должна быть такая вот низкая застройка. Здесь Конечно. участок всего 6 соток. 6 соток жер. Да, 6 соток жер. Мол, жердің вот эта сама ширина улицы, вот я даже пошагово, если вот так вот отмерить, 3 метра вот асфальта у нас и по полметра сбоку. Вот мы даже вот, когда 2 машины разъезжаются, одна машина ждет, что вторая проехала. В прошлом году вот дорогу нам сделали кое-как, там этот наш депутат, он бегал, нам тут латал дорогу. За лето они вот, когда было вот, они нам всю дорогу разбили. Вот смотрите, трещины пошли. Потом в этом доме пишут 7 этажей, но тут пишется 7 этажей, тут получается подвал, вот 10 метров котлован они вырыли, это там будет у них машина туда заезжать. И еще цокольный этаж, 9 этажей получается. Сколько здесь квартир, сколько машин будет заезжать сюда, выезжать. Я уже не говорю о наших этих коммуникациях, которые вот в прошлом году летом, вот эта улица Улана, вот где мы проживаем, мы все лето без воды сидели. Я не говорю там о том, что там помыться. Мы даже буквально вот для бытовых вот именно этих нужд не могли набрать воды. Мы набирали воду там. Когда нам воду подавали вечером, мы специально сидели, набирали воду. Канализация не рассчитана, свет здесь не рассчитан, вот эти старые провода, вот это все. Вот у нас здесь, видите, 2 стоят подстанции. Постоянно здесь у нас авария случается. Каждый раз вот у нас пожар, авария. Я не знаю, вот куда смотрят вот эти вот службы, которые выдают разрешение вот таким вот именно строительным компаниям. Мы обращались и в мэрию, везде мы обращались. Вроде бы в этом году. В этом году вот мы сейчас обратно вот это поднимаем вопрос. Потому что нас в прошлом году успокоили, мы успокоились, а в этом году они прям бешеным ритмом начали. Вот были холода, вот они тут рыли котлован с утра до ночи, вот они работали. Вот вчера только я вот в группу скинула видео, в 9:30 они приехали, начали тут долбанить вот в субботу, правильно? И сейчас они здесь. И вот я начала тут выходить уже, возмущаться, вот начинаешь возмущаться, они уезжают, отъезжают, потом, когда все успокаивается, обратно приходят, опять начинается вот это все. Вообще покоя нет. Детей выводить на улицу тоже опасно, потому что тут такие машины разъезжают. А кто не приходил за руководитель компании? Никто нам ничего не объясняет, ничего не показывает. Вот мы собираемся, это вообще беспредел, действительно. Вот когда-нибудь у нас будут работать вот эти службы, будут защищаться вот наши права. Для народа. Для народа, да. Еще вот мы выходим, вот сейчас, допустим, было бы больше народу. Нам со всех сторон тоже вот пугают нас, говорят, что будут тут вас каждого допрашивать, каждого будут ГКМБ вызывать. Кто угрожает? Вот в группе пишут, у нас там в группе 500 человек. Там пишут, вот намекают, пугают уже нас. А общая это Артебишик, эта группа? Да, вот у нас 500 человек, которые вот не согласны вот с этим беззаконием, беспределом. И вот уже у нас сейчас люди из-за этого начинают уже вот, тоже меньше народа приходит. Боятся, потому что
Но я думаю, тут мы ничего преступного здесь не делаем. Просто здесь мы за свои права, здесь свои права отстаиваем. Вот приходим, просим, чтобы на нас обратили внимание. Вот как так можно вот элементарно вот взять на 600-ках построить такой огромный дом? Сколько квартир? Қанша квартира дептілер? Пишут 27 квартир. Пишут 27. Да, пишут 27 квартир, но даже вот с инфраструктурой, которая будет у них, да, вот в каждой семье как минимум 2 машины это Даже будет, одна правильно? пускай будет. Да, Даже это пускай сколько одна. машин будет заезжать Одна здесь и машина выезжать пускай сколько будет? Не будем за 2 говорить. Не, по нормам же там и зеленые насаждения должны Они быть, и рисуют. площадки детские. Да, А эти где они? архитекторы Вот вам сейчас все нарисуют. А вот хочется сказать, вот граждане, которые покупают эти квартиры, вы приедете, посмотрите на участок. Будут ли у вас тут зеленые насаждения? Будет ли здесь участок для ваших детей? Скорее всего, ваш ребенок с подъезда выскочит прямо на дорогу. Потому как на 600-ках невозможно построить и сделать всю красивую инфраструктуру, которую архитекторы очень любят рисовать. Вот я вам рекомендую, приедьте, прежде чем купить квартиру в этом доме, приедьте, посмотрите, в какой жилмассив вы, с кем будете соседствовать, какая дорога, где вы поставите машину и так далее. Приедьте, посмотрите, а потом подумайте, покупать здесь квартиру или нет. У нас участки здесь выделены для приусадебного, Да, Ну, как ваши юристы говорили, да? приусадебного, но не для общественных вот этих домов, для приусадебных домов. По генплану, да. Вот у меня 4 сотки участок стоит, домик и приусадебный участок. Все. И всех так эти акты госсобственности везде написаны для приусадебных участков. Вот этот продал дом, у него тоже в госакте было написано для приусадебного участка. Как они поменяли? В другой фонд земли, как они перевели? Это же надо с одного фонда в другой Нет, перевести. Там нет, он может, просто второй вопрос, как глава архитектура дала, а так может он строить. Там нету Теперь вы будете категории обращаться, земель. да, в мэрию обратно, глав архитектуру, да? Все по новой у По нас новой, да, будет. уже? По новой, опять Новый год, активизироваться надо, и новые опять всё снова. действия. Новые действия, но правила те же. Снова все сначала. Писали, и Ташиву ГКНБ писали, и в прокуратуру писали. Ага. Будем заново все писать, Обратно, а что да? делать? Да, Конечно. Да. Мэр Они сменился, за мэра отмалчиваются. сменился, начались по новым правилам новые строительства. Новые фамилии опять начали мести по-новому. Будем заново писать, а что делать? Я не хочу, чтобы, извините, я вышла во двор, а мне с 7-го этажа прокладки, памперсы и плевки с бычками Да. летели во двор. Даже вот писали, когда строят дом, цемент, песок, вот это все летит в соседний двор. Они за собой не Не убирают. просто писали, а фотографии присылали. Фотографии, даже, да. видео присылали. Говорит, вот выхожу во двор, летит ведро с цементом мне во двор. Ни защиты, ничего нет. Хорошо. Это не поставили защиту, а с 7-го этажа это Человека все туда не полетит. убило. Это окна будут заляпаны, это дом будет заляпан. А еще будут обозревать, вот Обозревать, полностью со всех извините сторон. меня. Вот этот дом, который Частная сейчас- жизнь, Частная получается, жизнь. закон о Он- частной. да, у Я нас во двор, не извините, будет. не смогу выйти в маечке, Дом вот я этот, буду который сейчас здесь будет стесняться. строиться, он со всех сторон окна идут. Ну, он Обозревать одноподъездный, будет он со со всех всех- 4 сторон. Я должна буду сидеть с закрытыми шторами. Да, конечно. Мы покупали дома, чтобы дышалось свободно, чтобы могли наши во дворе дети ходить бегали, и- во дворе там, в надувном бассейне искупаться, клубничку, извините, раком, за выражение, раком полоть клубнику. А с меня с 7-го этажа будут на это смотреть. Ну как так? Но я тоже считаю, Они что будут здесь плевать нарушаются себе на наши клубнику. частные права. Вот здесь частную вот жизнь, конкретно право на частная, нашу жизнь. да, право на частную жизнь нарушается. Потому что мы будем, как говорится, под колпаком. Все время на виду. Это вообще неприемлемо. По-моему, в Конституции даже написано, что Еще дополнение. Обращение кому-нибудь, давайте. У нас Обращаются. одно, обратить Давайте на нас. сюда. Вот сюда. Обращение у нас одно, обратить внимание на нашу проблему. И я так думаю, что это не только наша проблема, не нашего района, а городского масштаба. города это. Бишкека это. Да, это города Бишкек. И я, например, считаю, что все-таки нужно структурам заняться этим вопросом. Мы в прошлом году все время собирались, просили на нас обратить внимание. Вроде бы все хорошо. И сейчас опять по новой. Ну, сколько ж можно?
Мы же люди, в конце-то концов. Мы хотим жить здесь, именно в этом районе. Мы покупали дома, мы строили для жизни, так, чтобы наши дети здесь, внуки росли. А что получается? Вот эти сейчас многоэтажки построят. Нас неизвестно куда. Вот куда нам деваться? Я не хочу ехать в квартиру. Просто вынуждают, да, даже запугивают, вынуждают и так далее. Пожалуйста, обратите на нас внимание. И в конце концов, уберите вот эти вот все точечные строительные вещи, вот эти вот многостройки. Пожалуйста. Я уже больше 40 лет здесь живу, и что я должна теперь все бросать? Мои дети здесь родились, выросли. Это родительский дом. Почему я должна бросать все и из-за них уезжать? Я 60 лет здесь живу. Вот, да. И у меня, считай, во дворе построят вот эту вот махину. А потом землетрясение на меня упадет. Зачем Или это пожар. нужно? Пожар тоже хорошо. Вы знаете, в Да. советское время вообще не только столицу, регионы развивали. Это было всегда так, и правильно это было. Целые институты работали. Да, институты работали, регион развивали. В свое время в Карабалте сколько промышленных предприятий было, в Токмаке сколько их было. Сейчас, понятное дело, там ничего нет, и все сюда, да, никто не говорит, что одним можно, другим нельзя. Все хотят жить, пускай живут, никто не говорит, так не ставит вопрос. Но зачем там ломать и сюда всех в одну кучу сгонять, для чего? Что от этого поменяется? Регионы как развивали, их развивать надо. Чтобы люди не уезжали, да, а там не бегали работали. туда-сюда. Они едут же не от лучшей жизни вообще убегают. Потому что нету работы. Работы нет. Да, работу создать, это сделать, и все будет хорошо, и всем будет хорошо, и никакой нервозности не будет. И все будет хорошо и счастливо. Да. У нас у всех вон огородики, Всё, и да? мы этим живем. Мына улан Спасибо, көчөсүнүн вы приехали. жашоочулары ушундай талаптар коюуда. Азыр дагы экинчи объектте барабыз. Ал жерде дагы курулуш убагында токтотулган, бирок кайрадан азыр жанданыптыр. Кийинки биздин аракеттер ошол экинчи көчөдө болмокчу. Урматтуу көрүүчүлөр, бул экинчи объект Самойленко көчөсү жайгашкан курулуш объектиси. Бул 2023 жылы жана токтотулган, убактылуу токтотулган объектилердин катарына да кирген. Бирок жыл жаңырары менен кайрадан жандана баштады. Азыр жергиликтүү тургундардын дагы ой пикирлерин окумакчыбыз. Мы сегодня собрались о наболевшем вопросе о хаотичном строительстве. Этот вопрос поднимался не первый, не второй раз. Он доходил до Жугурку-Кенеша, была создана комиссия о хаотичном строительстве. Однако, как это было, так и остается по сегодняшний день. Мы в данный момент находимся по улице Самойленко, 85, 87, 89. Довольно большая площадь, где, естественно, не будет построен там двухэтажный дом для собственных нужд. Естественно, здесь и раньше поднимался вопрос о том, что здесь будет стоять многоэтажный дом, 12-этажный. Поэтому в данный момент, когда активизировалась эта стройка, уже стали вывозить мусор. Вот. Поэтому мы вынуждены опять собраться жителями по улице Самойленко и обратиться как к президенту, председателю ГКНБ, генеральному прокурору и, естественно, в Жугурку-Кенеш. Пожалуйста, наведите порядок в хаотичном строительстве. А планы какие? Кто не знает? Сколько этажек будет? Такой информации нет, да? По генплану здесь частная застройка. Давайте насчет генплана тоже скажите, что это предыдущий стой тоже скажите, что было приостановлено, правильно? Должны были разбираться. Ну, сейчас руководители поменялись и обратно возобновили. Данная стройка, когда строительные компании стали скупать эти дома, сразу был разговор о том, что здесь будет строиться многоэтажный дом. Однако по генплану здесь идет частный сектор, и многоэтажный дом не может быть здесь выстроен. В связи с этим, поскольку началась сейчас активизация этого дома, поэтому мы вынуждены обратиться к руководству страны. Хорошо, понятно. Здесь у нас коммуникации проходят только для частных домов. И как вообще возможно здесь многоэтажка? Это тоже электричество, тоже канализация, водопровод. Если они поставят многоэтажные дома, поставят мощные насосы, мы останемся без воды. Ну как это вообще возможно в частном секторе, вот такие многоэтажные дома? Нет, и они очень быстро строят. Я с Ну, улицы конечно. Ветеринарной, это выше улица. Вот Там Самойленко, тоже, да? следующая. У нас уже построили.
И очень быстро они начали в июне месяце, и сейчас уже вот заливают 3-й этаж. Среди частного сектора. Хотя в Госстрое говорят, что разрешения на строительство нет. Но оно ведется. Оно ведется. Ветеринарная 26-28. Есть заявление, и в милицию вызываю, и в Госстрой, и в мэрию есть видео, есть фотографии. В выходные дни работают, в воскресенье у нас покоя нет. Поэтому они, видите как? Они ни в какую, да? Они очень быстро это сделали. Они в июне выкопали котлован, и сейчас уже заливают 3-й этаж. Поэтому... Строительные компании – это не рядовые граждане Кыргызстана. Поэтому безнаказанность порождает всегда вседозволенность. Своя рука владыка. Биз ошо кайрылат элек, чтобы бизге көңүл буруп койгула элдин көйгөйүнө. Былтыр эле ошол мэрибиз токтотту эле бул иштичи, токтотуп чечилет деп эмелерин беришти эле, убадаларын. Быйыл жаңы мэр келди, дагы жаңыдан башталды. Вот элдер баардыгы тынчы кетип, ушинтип үйлөрүндө отура албай калышты. Ызы чуу көп болуп атат. Бүт жактан нагрузка, сууга, светке баягы айткандай эле. Анан негизи жанагы генплан боюнча тектонический разлом дегенди никто же не отменял, правильно? Конечно, никто не отменял. Вот бул райондордо 2 этаждан бийик үйлөр салынбаш керек болчу. А бул жерде азыр 12, 10 этаж, 8 этаж, 9 этаж жөнүндө сөздөр болуп атат да. Ошого элдер баардыгы кыжалатчылык ошондон болуп атат элдерде, элдин арасында. Жер титирөөлөр болсо дагы үйлөр кулап. Жакында эле жер титирөө болду. Кудай сактап, бизде эч кандай эмелер болбоду деп жатат, бирок баягы эч ким кепилдик бере албайт да. Бул жашоодо туурабы, кандай болот. Азыр мына суук болсо дагы бетондорду уже куюп, заливать этип, кече күнү биздин көчөдө уже опалубкаларын алып келип, арматураларын алып келип, булар аракет кылып атышат. Уже бетон заливать эткенгечи ушундай суук эми буларды дагы көзөмөлдөгөн бир органдар барбы? Ошол туура болот да, ошол нерсенин баардыгы кылып аткандары. Былтыр бир 10 чакта объектти көрсөттүк эле да. Баары убагында токтотулуп, убактылуучу текшерүү алынат дедилер. Кайрадан эле баары жанданып аткан сыяктуу, Ооба, жанданып атат, ошол башынан башталып атат. Эми биз дагы ошо элдер ошого кыжалат болушуп, башынан эми жазышка туура келет, дагы кайрылышка туура келет. Так, кошумча, кто хочет дополнение, может. Байкелерде, может, кто-нибудь сказать еще? Давайте скажите. Просто смотрите, вот они строят, да, и никто же не контролирует это строительство, никто не проверяет. Вот они копают этот котлован прям вот здесь даже видно, да? Вот прям под забор. Но есть же какие-то нормы строительства, да? Здесь же не проедет ни пожарная машина, ни скорая не подъедет, потому что вот они копают. И вот этот вот забор, он рухнет в конечном результате когда-то. Вот у нас то же самое на ветеринарной, то же самое. Никто не приезжает, никто не проверяет, какой они бетон заливают, какая у них арматура. У нас на Улана там вообще трещина пошла у соседей. Ну вот, видите. Полностью трещина идет. Поэтому оно реально хаотичное строительство, и оно, знаете, такое безнадзорное. Правильно. Еще дополнение какое-нибудь. Дедушки, давайте. Есть дополнение? Скажите. Ну, насчет этого строения. Наташа, скажи. Ну, посмотрите, стройкомпании, которые хотят строить, вот посмотрите, какие отличные дома. Это за улицей, получается, Чингиза Айтматова. Вот мы туда ходили, смотрели, красивые, хорошие дома. Внутри там все для детей, площадки, парковки, стоянки. Все есть. Не мешает И там еще места ведь очень много. Строй не хочу. Но нет, почему-то лезут сюда, где уже готовые коммуникации. И хотят подешевле построить, подороже продать. И это все подается под маркой улучшение облика города. Но какое же это улучшение, если здесь, возле частного сектора, там башня стоит, 9 этажей, там стоит. Это не улучшение, это не развитие города. Это просто сиюминутная нажива. А то, что люди, которые будут здесь рядом жить, они будут страдать, это абсолютно никого не волнует. Все, стройкомпания быстренько каркас сделала, деньги заработала, бросили, и остальные как хотят. И получается, даже кто строит без разрешения, дома-то у них не оформлены, и люди живут без документов. Ну, я не знаю, не все, конечно, но очень много сейчас такого есть. Да. Не знаю, куда смотрят вообще
высшее руководство, почему это все допускается, непонятно. Дорога перекрыта, дорогу перекрыли полностью, нет движений. Вот уже днем и ночью работают. Это что за беспредел вообще? Как можно так вот, такое допускается? Куда, какие органы надо позвонить? Вот это бетон заливают. Уважаемая группа, вот, пожалуйста, заливают бетон. Вот, 8 час вечера. Все дребезжит, везде все шумит. Нет покоя от них ни днем, ни ночью. Вот. Близ живущие соседи, выходите, надо повозмущаться. Вот, пожалуйста, молодой человек, вот, пожалуйста. И жители, насколько я понимаю, это бетон, да, заливают уже. Смотрите, работает машина. Вот, пожалуйста, стоит такой грохот. Уже 8 час вечера. Вот, нарушение покоя людей, соседей, все дребезжит. Гул стоит здесь вовсю. Смотрите, вот вода стекает по всему нашему асфальту. Вот они нам тут дробят, да, полностью раздробили уже асфальт, который мы делали еще осенью. Вот. Ничего от него не осталось. А там вот дальше, пожалуйста, смотрите, работает еще рабочие, вон они там внутри, видите, да? Вот, красных майках, там заливают. Моя съемочная группа «Беспредел». Я уже молю вас, чтобы вы нам помогли с решением этой проблемы. Вот 8 час вечера. Это улица Улана, Киргизия 1. Здесь вот находятся, видите, да, двухэтажные, одноэтажные дома. Вот в этом районе средь этих домов планируется построить 7-этажный мансардного типа огромный дом, элитный дом, многоэтажный, с подвальным помещением, с мансардой. Это где-то получается 9 этажей. На участке 6 соток. Это крик души. Дорогие соотечественники, мы никак не можем остановить этот беспредел, который творится у нас уже вот с прошлого года. Мы писали в мэрию, госархитектуру, в главархитектуру, то есть куда мы только не обращались. Люди, жители этого района собирались, вот, несколько раз протестовали, собирались, выступали, свои недовольства говорили. Но никого это не колышет. Они вот как строят, так и строятся. Вот сейчас они в данный момент заливают уже бетон. Вот у нас участок здесь по документу 6, их участок по документу 6 соток. Вот на этих 6 сотках они хотят построить, можно сказать, 9-этажный дом. Вот вы видите, да, ширину улицы всего 3 метра. 2 машины легковые друг друга ждут, когда вот, чтобы разъехаться. А тут вот они заезжают, вот такие огромные машины. Нам дорогу полностью уже раздробили, которую мы в прошлом году осенью делали. Помимо этого, у нас нехватка воды тут летом ощущалась сильно. Мы даже не могли помыться, не то что там искупаться, лицо утром не могли мыть. Мы ждали, чтобы нам воду подавали для своих бытовых нужд. Помимо этого, здесь нет канализации. Вот, я не знаю, куда они это все будут сливать. Много всего. Электричество у нас тут тоже. Вот видите, да, старые стоят вот эти трансформаторы. Они часто у нас авария здесь происходит, взрываются. Вот видите, 2 старых трансформатора. Это они будут подключены. Север Электро, насколько я знаю, им не давал разрешения на строительство. Многие структуры, госструктуры не давали им разрешения, но они, вопреки всему этому, ведут строительство. Прошу обратить внимание госорганы, чтобы они приняли меры по отношению вот этого вот строительства. Мы завтра я буду завтра сидеть у ворот. Просто пусть меня переедут. Я уже не знаю, как поступать и как мне быть в дальнейшем. У меня уже столько всего накипело за вот этот год. Все нервы. Я сама тоже человек больной, но вот это вот с их стороны беспредел, это уже выше всех как бы человеческих, не знаю, это издевательство просто. У меня просто сейчас слов нет от волнения, я даже не могу правильно подобрать слова.
Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей ушу Самойленко көчөсүндөгү, Улан көчөсүндөгү тургундардын талаптарын уктук, алардын көйгөйлөрүн уктук. Бул объектилердин баарын биз убагында тартканбыз. Ошол тиешелүү мамиле шаардык кызматтар менен, мамлекеттик кызматтар менен өкүлдөрү да келип көрүшкөн баарын жеринде. Убактылуу токтотулган болчу, бирок 2024 жыл жаңыргандан кийин кайрадан курулуштар башталыптыр да. Талаптарын угуп атабыз, эми тиешелүү жактара кайрылабыз дейт. Ал жагында чалдырып беребиз. Бул жыйынтык кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.